Еще. Ну ладно, давай. Илья, привет. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Биата, привет. Камачева? Это я. У нас тут японский журналист. Да. Как вас зовут? Меня зовут Инма. Ильма? И Инма. Просто Кен. Дай мне Кен. Ага, Кен. Приятно. Кен. Мальчик. Кен. Пробовал, да? Ну, это самое... Я попробую эту рыбу. Это самое вкусное. Еще Нельма вкусная тоже. Да, Нельма и чир самые вкусные. самое вкусное. Ну, это еще раз меня интересует ваш традиционную еду. Называется, что так... Это, Он уже остыл теперь. Давайте я горячий вот налила и кофе. Давайте на что похоже? лошадь, А, жеребятина? деревятина. А, Это есть тоже такое. есть? Да, да. Мороженое тоже кушаем. А вот. Так, кушайте. Садитесь. А. Садитесь. Минут, да, я Александр Габшев. Да. Вы не только лишь на YouTube, а во всем СМИ, среди которых Нью-Йорк Таймс. Я читал о вас, то думаю, что из японских СМИ я первый, кому выпала первый. возможность встретиться с вами. Спасибо. Сначала ваша идея, согласно президента Путина, демонизирован, да? Да. Он для меня демон. Путин демон. Как вы это определили? Как вы? Как говорится, глаз Путина. Шаманы на это способны услышать глаз. Ну, голос богов, Бога, природы. Вот в это время я и услышал, что он демон, его надо изгнать. Я считаю, что идите пешком до Москвы, да? Да, и он также сказал идти пешком. И вот эта миссия совершится в 21 году, где-то в середине лета. Будет он изгнан обязательно. Ну, еще раз, я хотел бы уточнить, почему вы выбрали этот способ, этот метод? Не, это не я выбрал, это Бог выбрал, чтобы я так делал. До этого я был простым человеком, даже не думал, даже голосовал за Путина в свое время. Я бы об этом даже не задумывался, что пойду, что стану шаманом. Но вот видишь, судьба и Бог. Да, этот путь мне выбрали. Да, современные технологии иногда помогают, иногда мешают, как говорится. Так что не я этот путь выбрал. Мне это свыше сказано было. Моя судьба. Я до этого об этом даже и не думал, что стану шаманом, пойду. Я был простым рабочим человеком. Со своими земными заботами. Следующий вопрос. Что же случилось в Улан-Удэ? В Улан-Удэ? Там митинг случился. Да, против произвола властей, наверное. Ну, а мы это прошли его спокойно. Улан-Удэ нас хорошо встретила, доброжелательно. Там много друзей у нас. И прошли дальше. Ну, а власти вот сочли, что мы нарушили какие-то их законы, да. И в итоге наш транспорт был отобран властями, наш человек посажен, арестован, как говорится. Но и мы даже это простили. Мы пошли дальше, не стали, как говорится, ввязываться с властями, пререкаться, спорить. Сказали, мы смиренно, пошли дальше. Но не тут-то было. Уже поднялся сам бурятский народ. Там и выборы у них нечестные, кажется, прошли. И нас защищать стал бурятский народ. Вот зачем вы машину отобрали, зачем вы человека из отряда посадили шамана. Уже сам бурятский народ возмутился и вышел на акции протеста. Во главе с Баировым. Вот вся история. Ну и активистов там много.
А еще раз, почему вам нужен белый вернулся в Якутске? Ну, мы-то сами не вернулись в Якутск. Мы все по воле Господа исполняли. Шли по дороге пешком изгонять демона из Кремля. Но этот демон нам приказ издал своему отряду, ОМОНу, или как там, чтобы нас задержали. Ну, И да. все. Силовой захват произошел меня. 12 сентября вы были задержаны. Да, Да, задержан задержаны. был. Это правда, это правда, да? По какой причине вас задержали? Вот по их обвинениям неправильным, я не согласен с этим задержанием, и с их с обвинением тоже не согласен. В экстремизме меня обвинили, в терроризме и в экстремизме. И с этим я категорически не согласен. Да и весь народ российский. А вот они действуют только по своим законам, которые противоречат воле народа. Ну, это очевидно. Как вы думаете, все еще остается в Путине демон, да? Он есть демон, да. Вот я как шаман считаю его демоном. Ну, а простые люди, это их воля, как его считать, плохим президентом ли, плохим диктатором ли, я не знаю, или хорошим президентом, это их право. Вот мое право считать его демоном, шаманским. Вот и все. Вы вновь пойдете в Москве, да? Обязательно пойдем. Обязательно. Вот сейчас Пешком, да? обязательно пешком. Вот утрясем тут дела, как говорится, попробуем бороться за свои права, за свою свободу, чтобы они меня невиновным считали. Им еще немножко шанс дается для этого дела. Пусть меня освободят, я не виновен. И тогда мы дальше продолжим путь на Москву со своим отрядом. Ну, это когда вы собираетесь? Самый крайний срок нашего похода – это весна. Можем и в любое время пойти, когда вот по обстоятельствам я буду действовать. По обстоятельствам. Обстоятельства меняются, как говорится, каждый день. Вот такие вот у нас условия. Условие только одно – посчитать меня невиновным, освободить. И я с отрядом дальше таким же образом буду двигаться по дороге, мирно, спокойно. Вот наши условия. Хорошо. Понятно. Чтобы исполнить волю Господа обязательно. Ну еще, я требую знать то, что по вашим мнениям, так много людей поддерживают вас. Да, я это Почему? знаю. Потому что это, как говорится, они чувствуют, что под этой властью, как они считают, вот под этой властью этого президента, ну они так считают, что он человек плохой. В России живется простому, честному народу плохо. Тут и проблемы экономические, и политические, и духовные, все в одном спектре. Все соединяется. Несправедливость. Главное, вот отчаянно, что жизнь наша несправедлива, что, как говорится, только кучка богатеев у нас богатеет, как говорится, а весь остальной народ на них или работает как рабство, или подвергается вот унизительной жизни. Поэтому они поддерживают меня. Хорошо. Ну, это что... Политики испугались, да? Испугались политики. На мое мнение, у государственного лидера есть демон. Это как... не просто взять это завет, но... Это мое личное уникальное мнение. Да, это личное мое мнение. И, как говорится, идти против демона. Просто вот мой отряд добровольно меня поддерживает. Это добровольцы просто. Да. Они тоже этого личного мнения, что власть нужно менять в России. Власть застоялась. Нужен прогресс. Да, новый лидер нужен в России. Они со мной вот поэтому идут. Чтобы были перемены. Ну, это еще раз я хотел сказать, как лечить Путина? Путина это, ну, как сказать? Каким образом изгонять Да, его? каким? Да, это тоже популярный вопрос. Я всегда отвечаю, тут примешивается мистика, есть, конечно, шаманские обряды,
по этому знанию демона. Но это, как говорится, древние практики. А у нас сейчас современный мир, 21 век, поэтому самый простой метод изгнать плохого политика – это его отставка посредством протеста народных масс. Мирного. Есть два способа протеста. Мирный протест, когда массовые митинги с требованием уйти в отставку. Ну, во всем мире это вы прекрасно видите. Такой же процесс я надеюсь запустить в России. Своим примером. Ну, а про немирный метод вы тоже знаете. Это уже силовая борьба. Пока до этого не дошло, но мы предупреждаем. Дайте нам возможность свободу идти спокойно, и будет мирный метод. До второго метода не доводите. Это предупреждение властям. Ну, просто это я слышал... Силового, как говорится, метода не доводите. Ну, еще раз, извините. Я слышал, что стать шаманом вас победила смерть жене. Ну, это да, это смерть, жена победила меня стать шаманом. Да. Ну, это А как, такая судьба, значит, у меня. как дорого вы занимаетесь шаманом? Как долго? Ну, это 2000, сейчас скажу, как я стал шаманом, 2010 года, ну вот, 9 лет, 10 уже лет пошел. Ну, это что, что вообще обычно должен делать шаман? Ну, это, как сказать, как обычно, ну, это, что вы занимаетесь? Вы, как шаман? Да, как шаман. Ну, как шаман я могу просто ритуалы делать, вот, как молитва говорить, да. Это все добрые молитвы, да, вот. Благожелание всем людям, благожелание всей земле посылать. Ну, это как и в буддизме такие же молитвы есть, да. В буддизме везде такие веры есть. И в христианстве молитвы я читаю. Но, как говорится, у нас особенные ритуалы есть, да. Через духа огня, это наш уже чисто уже, наша особенность народа Саха и северян. Через духа огня поклонением, духом местности почитанием. Это все связано с нашим языческим верованием, ну, даже не языческим, это традиционное верование народов севера, Саха, Эвенков, Чукчей, да. И христианское верование тут тоже. Мы же все равно в одном России живем, где главная религия христианства. Хорошо. Для нас, для Саха. Православие. Мы с ним вместе рождаемся, вместе живем. У нас нет противоречий с православием и с нашей религией. Мы дружны. Ну, это возникли вопрос. Это что значит? Как Это значит молния гнева Бога. Ну, сейчас Бог в гневе на демона за то, что задержали его шамана задержали. Поэтому Бог гневается, и тут нарисованы молнии гнева. Говорит, отпустите шамана добром, а то я буду гневаться, Бог говорит, и молнии свои высекает. Шаманское мое имя, Божья молния, Танарача Алгана. Такого человека зря трогать нельзя. Понятно, спасибо. Это мои вопросы закончились. Ну, это еще мои... Это начало, да. Это только начало, как мы шутим, да? Нет. Это мы где познакомиться с Андреем. Да, у него есть вопрос. А у него есть вопрос отдельный, да? Да. Очень приятно, Андрей Сам. Да, Андрей Сам, да. время для нас было приятно вас видеть в режиме онлайн. Вы когда будете снова двигаться? Хотим вас за вами смотреть, чтобы поддерживать. Когда будете двигаться снова? Так, самый крайний срок, отвечаю, самый крайний срок нашего движения — весна. Если вот по обстоятельствам действует, если жизнь, судьба нас донесет до весны, мы двинемся в поход весной обязательно. Ни при какие обстоятельства нас уже не задержат. Это воля Господа. Но если обстоятельства так сложатся, что мы можем принять решение, хоть завтра двинуться в поход. Это уже зависит от завтрашнего дня, от обстоятельств, от судьбы нашей. Так что я наперед знаю только, что крайний срок весна. А то, что завтра будет, послезавтра будет, пусть эта судьба покажет. А так я могу принять любое решение. Хоть зимой могу двинуться. Успешно дойдете?
Обязательно успешно дойдем. Это вера, это мистика. У веры и у шамана мистика колебаний не бывает, как у мирских людей. Только твердое решение. Как у самураев у вас. Что вас ожидает нашу страну в будущем? Как вы думаете? Что вам говорят? Если эта миссия, а я верю, что она кончится удачно, мне Бог так сказал, что он изгнан будет в 2021 году. Россию, да и весь мир ожидает золотой век. 1000 лет спокойствия и мира. Даже дойдет до того, что наши потомки вообще без границ будут жить. Земля будет единой. Мы будем просто землянами, дружными, спокойными, как говорится, без вражды, без войн, без революций. Наше будущее хорошее очень, как я говорю, всей планеты Земля. Да, а Японии без границ будем ездить, и вы тоже придете к нам, потомки наши. Земля будет единой, японцы мои дорогие. アンドレさんもう一個ね、私ちょっとわからないロシア語で。なんで、 Вот это мутишь, な а? んでね、Как в этом в уральских пельменях, да? なんでね Ну-ка переведи こ его. れでねたくさんシャーマンの人がね、YouTube とかいろいろ若い人たちに Переводчика も мне не ね、 хватает. 人気が出たかっていうのをちょっと聞いてもらえますか。 Дрочил, чтобы его. Я как Мясников. Не было слышно еще раз. Скажите, пожалуйста, еще раз. あ、もう待って、なんでロシア人とかね、若い人たち Надо に в образ YouTube とか этого で、 войти в あなたのね、 это 活動が人気が пельмени. 出たか。 Вот его переводчик оказывается. Да. Так это интеллигента. わかりました。 Андрей Окей. переводчик. じゃあ、 Привет пельменям. Я в ваш образ чуть не вошел, да? еще один вопрос. Да, еще такой вопрос. По вашему мнению, Это не прерывает. Мутят ФСБ. вы Слышу, ага. россияне, особенно молодежь, プロハスで。 вашу деятельность. あ、プロハスでеще раз。 Да, アンドレさん я вроде намек понял. Молодежь поддерживает ли наше движение или нет? Типа этого, да. Но молодежь, я по своему отряду вижу, большая половина у меня все молодые ребята. Средний возраст моего отряда 30 лет, да. Вот сейчас пришло поколение 30-летних. Им нужны перемены, они отодвинуты, у них нет перспективы 30-летнего нашего поколения, отодвинуты на обочину жизни. Мое поколение, вот 50-60 лет, так наломало дров в этой жизни, в этой России, так загнало свой народ в рабство, что сейчас только им флаг в руки, молодым нашим 30-летним, 20-летним пацанам. Это их время пришло, девчатам и пацанам. И они сделают этот мир лучше и добрее, чем мы, вот, мое поколение. Они больше уже понимают. Для них мир уже глобален. Это мы были закрыты когда-то, враждовали. А для них это мир привычный, глобальный уже. Я понимаю, было... Извините, насколько я понимаю, это было ваше личное решение идти пешком в Москву и добиться нам перемен. Нет, не личное. Это было воля Бога. Не забывайте, что я шаман, человек веры. Это не личное, это все воля Бога. Да, понятно. Ну, вы решили, что вы пойдете один, и вдруг по пути к вам все больше и больше людей Нет, присоединялось. и тут ошибочка. Не тут ошибочка. Я с самого начала знал, что я пойду миллионами, дойду миллионами людей, и ко мне будут присоединяться люди. Я к этому стремился. С самого начала у меня в голове было присоединять ко мне людей. Одиночество, аскет, тут я никогда не было в душе. Я всегда любил людей, любил, чтобы у меня были друзья, много друзей, целый отряд был, целая армия. С самого начала я об этом мечтал, и моя мечта исполнилась. あと、デーモンがプーチンさんの、デーモンがね、デーモンがプーチンさんにいるっていうのはどうやってね、わかりましたか？一番最初にアイデアを思いついた時、それがちょっと彼詳しく答えなかった。 По-русски, в русскому, по-японскому переводит, я понял, да? Александр, спасибо. Александр, вам удалось невероятное. Вы увидели, вдруг вот вы увидели демона, который все-таки держит нашего главу в своих, так сказать, своей власти. Как вы увидели, как вы узнали, что в этом проблема существует? Как вы увидели этого демона? Мне это Бог сказал. Узнали, что... Да, это мне Бог сказал. Что я этого раньше не видел до глаза Божьего. Я видел в нем хорошего президента. Не раз за него голосовал, надеялся на него. Ну а тут раз и вера пришла. Совсем глаз Божий пришел, открыл мне глаза, очистил мою душу.
и я увидел, что он есть демон. Я поверил Богу, и я иду исполнять свою миссию, Понятно, понятно. как самурай вперед, и все. Спасибо, То спасибо. есть это не сон был, это было вот такое, именно вот в мысли пришло, что в этом причина, да? То есть- Это шаманизм. Чтобы это понять, нужно быть с народом Саха, шаманом нужно быть, и вы тогда это поймете. В двух-трех словах это не объяснить. Это шаманизм. Это религия народа Саха. Понятно. Понятно. Спасибо, спасибо. Спасибо. До свидания, Андре-сан. Ай. Все, спасибо. Отбились? Отбились.